Громко и по делу. В прямом эфире программы «Важный вопрос» в студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. В Северной Осетии в 2020 году начнется реставрация 15 исторических зданий и сооружений культурного наследия. Объекты приведут в порядок в рамках мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия крещения Алании. В частности, планируется отреставрировать средневековый памятник федерального значения, здание Зрукской церкви в селении Зарамак Алагирского района, средневековое христианское сооружение Ильинская церковь в селении Фараскатта Иравского района, Осетинскую церковь 1815 года в городе Владикавказ, жилое здание «Замок» с остатками церковного здания в селении Кумбулта Иравского района. И также планируется приступить к работам в селении Нар Алагирского района в мемориальном доме музея Костахи Тагурова. В Госреестр охраняемых памятников культуры Северной Осетии входит более 400 объектов. Нам есть что беречь и охранять, а как именно, поговорим с председателем комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Эмилией Агаевой. Здравствуйте, Эмилия Георгиевна. Спасибо, что пришли к нам. И мы начнем с темы относительно восстановления объектов в рамках крещения Алании. В рамках мероприятий по празднованию крещения Алании. Это очень масштабные предстоят мероприятия, значимые. И это для нас такой хороший шанс привести в порядок те объекты, то большое количество объектов, которые у нас есть. Хотелось бы, чтобы вы подробнее об этом рассказали. Да, конечно. В 2022 году в нашей республике, ну и во всей стране будет отмечаться этот праздник, 1100-летие крещения Алании. Это грандиозное мероприятие, и уже утвержден основной план проведения мероприятий. Возглавила комитет по подготовке и празднованию 1100-летия вице-премьер федеральный Ольга Юрьевна Голодец. После того, как был утвержден основной план, появилась возможность и был подготовлен дополнительный план, который находится на стадии утверждения, но, к сожалению, в дополнительный план не вошли объекты культурного наследия. Что касается наших объектов, которые вошли в основной план подготовки к празднованию, конечно, мы в основном опирались на то, что это должны быть объекты христианского звучания, и старались брать не только церкви или часовни, но и на территории Осетии много горных башен, которые имели церковную христианскую символику, то есть с крестами. И недавно была отреставрирована, известна башня Куртай-Тага, которая тоже, как выяснилось, на которой тоже были кресты, и воплотили в жизнь ее исторический облик, и что очень отрадно. Должна сказать, что мы, как комитет, выдвинули 14 объектов. 15-й объект – это мост, который бывший Динамовский, трамвайный, его по-разному называют, мост, который находится в конце улицы Пашковского. Этот объект долгие годы находился на особом каком-то, на особом таком месте у нас, состоял в комитете, потому что неоднократно делались попытки создания проектов по его восстановлению. Как известно, это первый железобетонный мост в России, построенный бельгийцами, поэтому этот мост, как объект культурного наследия и памятник инженерного искусства, необходимо было именно реставрировать, чтобы сохранить максимально ту историческую его часть, которая и является его такой основополагающей частью. Совсем недавно был представлен проект, который был подготовлен молодыми сотрудниками одной из архитектурных компаний, который, на мой взгляд, превзошел, в общем, все остальные. То есть они просмотрели прежние проекты, в общем, исключив все ошибки, все
неточности, которые были представлены в прежних проектах, они, я думаю, выразили наиболее точно то, что необходимо сделать с этим мостом. И учитывая все современные такие моменты инженерного ремесла, конечно, много новаций, и они подошли с такой научной точки все-таки зрения. почему такая судьба у этого моста своеобразная? То есть его закрывали на ремонт, сейчас он снова открыт. Ну, на ремонт его не закрывали, потому что просто ремонтировать его нельзя, это памятник. А памятник, как известно, можно только реставрировать или ремонтно-реставрационные работы проводить. Но здесь важно было подойти именно так, чтобы исторически он был воссоздан. И, повторюсь, вот тот проект, который был утвержден недавно комитетом, согласован, я думаю, что он порадует всех жителей нашего города. В чем принципиальная разница между ремонтом и реставрацией, если мы касаемся даже вот конкретно этого моста? Дело в том, что вот прежние проекты, там как раз предлагалось, что что-то нужно заменить стойки, заменить саму железобетонную часть моста, которая является как раз той исторической вот изюминкой, которую необходимо было сохранить. Поэтому, конечно, здесь нужно было подходить очень кропотливо к этому моменту. И мы подготовили и архивные документы, и фотографии старинные, где каждая деталь высматривалась, высчитывалась. И в конце концов, я думаю, что, надеюсь, что будет воплощен этот проект в жизнь, и этот мост будет гордостью нашей Я думаю, что это порадует города. абсолютно всех жителей республики и Владикавказа в частности, потому что это действительно важный такой объект и любимый многими. Коснемся темы финансирования. Те объемы финансирования, которые будут выделены вот в рамках того проекта, о котором мы говорим, «Тысячелетие крещения Алании», насколько они соизмеримы тем запросам, потребностям, которые у нас есть? Ну, вы знаете, конечно, то количество, какое хотелось бы объектов ввести вот в этот основной план, к сожалению, это невозможно сделать, потому что реставрация, как известно, очень дорогостоящее действие, поэтому, ну, поначалу речь шла о 30 объектах, потом как-то все цифра понижалась. В общем, в результате многочисленных изменений все-таки остановились на цифре 14. Но это 14, как я уже сказала, которые выдвигали мы. Пашковский мост был выдвинут городом. Но это наш объект культурного наследия. И музей остинской литературы. Это тоже музей Терского казачьего войска, тоже старинное здание, тоже объект культурного наследия, одно из красивейших зданий. И я надеюсь, что вот эти все вопросы будут решены. Как раз потому и пришлось сократить количество объектов, что вот нужно было уложиться в ту сумму, которая, возможно, будет выделяться. И должна сказать, что те мероприятия, которые вошли в основной план, здесь же не только объекты культурного наследия, здесь вошли и другие проекты, такие социального звучания и так далее. Поэтому нужно было как-то распределять. Конечно, нам хотелось, чтобы было побольше таких памятников. Ну, о какой сумме идет речь? Какой объем? Нет, ну сумма не озвучивается. Мы посчитали свое приблизительно, конечно, естественно, проектно-сметная документация делать. То есть там целый пакет документов собирается, и кадастровые документы, и так далее, и так далее. И, значит, объемы работ, виды работ определяются, все это направляется, потом делается проектно-сметная документация. То есть это кропотливая работа, не быстрая, достаточно долгосрочная, поэтому ну, с нашей стороны практически готово все. Но там есть еще ряд таких, в плане, я имею в виду, ряд пунктов, которые мы еще выполняем совместно с коллегами, с другими ведомствами. В общем, работа ведется. И это все нужно успеть до 2022 года? Успеть уже в итоге должно быть. Да, в основном в 2020-2021 год они будут в основном уже восстанавливаться, документационная составляющая, это вот сейчас мы этим занимаемся.
Ну и есть еще одна относительно новая федеральная целевая программа по увековечиванию памяти погибших солдат и обустройству могил, захоронений. Скажите, вот в этом направлении как мы двигаемся в нашем регионе, как эта программа реализуется? Конечно, мы, во-первых, Владикавказ, город воинской славы, и все знают, какие кровопролитные бои были на территории Осетии. Поэтому, конечно, мы не могли остаться в стороне. Это очень серьезная программа, федеральная целевая программа Министерства обороны Российской Федерации. Все на очень серьезном уровне. Речь идет именно о захоронениях, о братских могилах. Не стали включать вот в эту федеральную целевую программу те мемориалы, которые есть практически в каждом населенном пункте. Мемориалы, которые вот, такие просто в память о ком-то, а именно захоронения, где вот, упокоены останки. Но здесь тоже проводится большая работа, уточняются фамилии, сами надписи мемориальные, которые на памятниках, на обелисках есть, уточняются фамилии, потому что буквы некоторые утрачены. Но работы много. Должна сказать, что очень много братских могил находится, не совсем на виду, скажем так, или где-то далеко в лесу, или где-то в горных отдаленных участках. Поэтому вот нужно сделать все, чтобы все могилы, все захоронения были приведены в порядок. Эта программа на 5 лет, не только к 75-летию. И сейчас мы тоже занимаемся, вот первый список из 20 объектов. Мы постарались подойти так, чтобы в каждом районе было какое-то количество. Начать с этого. А далее уже 2020-2021 год мы будем двигаться вот в этом направлении. Ну, сейчас пока сложно говорить, да, о количестве объектов? Или мы Нет, можем почему? уже... Я могу сказать, что на территории Осетии более 250 захоронений. А сейчас мы выдвигаем 70 объектов, те, которые нуждаются, 70 захоронений на все 5 лет, которые нуждаются действительно в приведении в порядок и благоустройстве территории вокруг. Ну, вот в настоящее время, как я уже сказала, 20 объектов. Сейчас идет подготовка уже на 2020 год, там будет, скорее всего, 15 объектов. В зависимости вот от финансирования, от этого будем исходить. Но тоже по той же схеме, тоже делается виды, объемы работы определяются, кадастровые документы. Вот сейчас вся эта работа ведется. И вы работаете исключительно по вашим каким-то документам? Или, может быть, есть какой-то контакт с населением, какие-то обращения граждан? Может быть, кто-то... Ну, вообще у нас наработок очень много, но к нам обращаются люди, и мы, конечно, с благодарностью любую помощь воспринимаем и дополняем. Во-первых, каждое захоронение должно иметь свой пакет документов также. Это и фотографии, и историко-культурологические справки, и списки захороненных. К сожалению, у нас очень много таких захоронений, братских могил, где, скажем, есть захоронения, где захоронено, простите за тавтологию, более 150 человек, и только 9 имен известно. Поэтому, конечно, к этому нужно как-то очень трепетно относиться, и помогают поисковики, помогают люди, которые в архивах работают, и в военных архивах, и большое им спасибо за это. Спасибо большое. Мы прервемся на небольшую рекламу и сразу после продолжим наш эфир. Продолжаем важный вопрос. Эмилия Георгиевна, мы затронули очень такую важную, трепетную тему по поводу восстановления захоронений солдат. И вы сказали о том, что есть захоронения, где сложно даже определить, кто именно там находится. Вот в этом направлении вы говорите, что ведется работа. Расскажите более подробно, как это происходит, потому что если есть такие крупные, да, братские могилы, а количество имен всего лишь небольшое, да, известно из них, каким образом эта проблема решается? Ну, в основном эту работу проводят поисковики или журналисты, волонтеры, которые вот
я думаю, не первый год уже занимаются этим. И ну, они оказывают в этом плане помощь нам. Здесь вот в этой программе как раз учитывается даже каждый знак, вот каждая буква, которая должна быть заменена, вот чтобы настолько все точно и четко было обнаружено. Поэтому, вот, повторюсь, они очень большую помощь нам оказывают. Но это немножко не наш профиль, поэтому мы с благодарностью принимаем их помощь. Мгм. Давайте коснемся еще темы, которая сейчас очень на устах у всех, скажем так. Это туризм, развитие туризма. Делается огромный акцент именно на развитии этого направления. И, конечно, это связано так или иначе с памятниками культурного наследия, потому что это всегда центр притяжения туристов. И здесь очень много тонких нюансов. Возникают какие-то проблемы, какие-то сложности. Общественный резонанс вызывает те или иные ситуации. Вот недавняя ситуация была с городом мертвых. И хочется понять сейчас, каким образом работает этот музей, да? Как регламентировано его вообще функционирование. Ну, вы правильно сказали, что это музей. В первую очередь, это филиал нашего национального музея. И, может быть, даже не во вторую, а тоже в первую очередь, это объект культурного наследия федерального значения. Должна сказать, что город мертвых находится в селении Даргавс. А Даргавс является архитектурным комплексом федерального значения. То есть федеральный объект входит еще и в архитектурный комплекс. Сразу оговорюсь, на территории нашей республики 19 таких архитектурных комплексов. Это достаточно большое количество. И при расшифровке в каждом этом комплексе существуют объекты культурного наследия разного статуса могут быть. Могут быть и выявлены, и тоже федеральные, или региональные, или с признаками. То есть вот эта работа все время как-то, ну, как механизм нашей основной работы. То есть мы постоянно работаем над этим. Это как раз вот перевод в реестр, в госреестр и так далее. Что касается Даргавса и города мертвых, да, действительно было недоразумение, очень неприятная история, которая, в общем, таким резонансом прошлась и по средствам массовой информации. Местные жители были возмущены, и вообще жители нашей республики неравнодушны, были возмущены, также и мы. Но давайте поясним все-таки, что было, да, что было снято видео. Да, было снято видео молодым человеком из Пятигорска, насколько мне известно. Но в результате вот всей этой неприятной истории было проведено выездное совещание на месте, и представители районного отделения внутренних дел занялись расследованием, нашли молодого человека, который принес публичные извинения, признал, что он был неправ. Было принято решение подготовить и вывесить на входе в город мертвых свод правил поведения на объекте культурного наследия, что и было сделано, заказан этот щит, и все это уже подготовлено, в ближайшие дни это будет установлено. Затем по периметру были установлены дополнительно видеокамеры, усилена сотрудниками ЧОПа охрана. Ну, в общем, какие-то меры были приняты, конечно. И в течение 4 дней только, в общем, находился он в таком состоянии, что не пускали туда посетителей. Но затем это все продолжается. Люди приезжают, причем такой поток, какой был в этом году, просто очень много иностранных туристов, очень много почему-то туристов из Израиля. Им очень нравится приезжать сюда. Вот они посещают в Осетию. Прям вот подряд несколько групп было, причем разновозрастных из Израиля. Именно вот в горах в наших, и в том числе посетили город мертвых. Многие культурные объекты, они так или иначе связаны с религией, духовностью. И, соответственно, есть определенные ритуальные, да, какие-то требования, да, которые предъявляются. И тоже периодически возникают какие-то вопросы, например, относительно
мужских святилищ, да, куда приходят зачастую туристы. Это тоже вызывает какие-то конфликтные ситуации. Скажите, вот как с этим разбираться и какое ваше мнение по этому поводу? Ну, возвращаясь к туризму, хочу сказать, конечно, интерес большой, люди приезжают в горы, им хочется все посмотреть. Здесь мы настаиваем, и практически с нами соглашаются наши коллеги из соседних комитетов, которые занимаются тоже этим направлением, что необходимо, ну, во-первых, чтобы утверждены были маршруты, чтобы туда, куда, может быть, нет необходимости вести, ну, наиболее сакральные места, может быть, нет необходимости вести туристов, может быть, показать издалека, что вот там находится вот такое-то святилище, и не следует посещать его, то есть нет необходимости прям входить вовнутрь и так далее. Тем более, что у нас действительно существуют нормы, существуют женские, мужские святилища, куда и женщинам-то нельзя, даже мужчинам не в любом состоянии можно или в любого внешнего вида можно входить. Поэтому, конечно, это все серьезно. Для нашего народа вот эти тонкости и вот в тех правилах, в своде правил, о котором я говорила, такие пункты мы тоже выделили. То, что о святилищах вообще можно говорить много, у нас очень много святилищ. Часть из них, очень небольшая, входит в реестр объектов культурного наследия. Но надо сказать, что недавно мы проводили мониторинг, подключая краеведов, и только в Алагирском ущелье у нас получилось около 245 святилищ. Хотя многие утверждают, что там более 1000. Многие неизвестны. Есть такие, которые утрачены в наиболее отдаленных уголках, к сожалению, потому что есть святилища очень значимые, такие межнациональные и всенародные, которым поклоняются все. А есть святилища маленькие, сельские, которые, может быть, селения уже необитаемы. Естественно, святилища практически не посещаются и утрачиваются. А если мы говорим конкретно о тех, которые входят в список памятников объектов культурного наследия, да. Важно именно сохранять их, да, не терять, чтобы они были в безопасности, чтобы там были все соответствующие нормы соблюдались безопасности, там, от пожаров и так далее, и так далее. Конечно. Вот за этим как следить, как ведется работа? Ну, это постоянный мониторинг. Вот это одно из основных направлений нашей работы – это постоянный мониторинг. Постоянно выезжают сотрудники. У нас есть отдел контроля и надзора, которые занимаются непосредственно этим. Но я должна сказать, что помогают и местные жители. Даже если 1-2 человека живут в селениях, мы на связи почти со всеми главами сельских поселений, то есть на прямой связи. В любой момент они могут нам звонить, мы обращаемся, если какой-то сигнал получаем, что вот там что-то происходит. Но должна сказать, что очень часто в последнее время какие-то фейковые бывают. То есть абсолютно непроверенная информация. Мы звоним главам сельских поселений в отдаленные уголки. Нам говорят, что нет, все нормально, абсолютно ничего, никаких. То есть это результат того, что просто люди иногда прислушиваются к чьим-то каким-то или слухам, неправильно понимают слухи, да, и вот это распускается. Но работа проводится. Мы проводим семинары во всех районах, куда приглашаются главы сельских поселений. То есть они в курсе всего, над чем они стоят. И что за их спиной, какая история. И я должна сказать, что просто мы очень благодарны многим, что столько внимания объектам культурного наследия. И в прошлом году мы даже в свой профессиональный праздник наградили их грамотами. Это вы могли бы уточнить, в каких, может быть, селах, каких населенных? В Виноградном мы наградили, да, и в Синдикау наградили тоже двоих местных жителей, которые нашли могилу Сусланбека Едзиева, которая, в общем, была достаточно заброшена, его родителей,
Карман Синзикау. И за ней сейчас ухаживают. То есть какая-то работа ведется. Вот такие люди, которые неравнодушны, они нашли старожилов, которые помнят. И вот таким образом как-то нам удалось найти. Выяснить. И еще такой вопрос, постараемся коротко ответить, эфирное время наше подходит к концу, но важная, резонансная была информация по поводу таможенной заставы Желандуар и башни Есеканукова. Была информация о том, что он разрушается, что этот объект разрушается. Были какие-то такие сообщения в социальных сетях, выехали представители ОНФ на этот объект. Что сейчас? На какой сейчас стадии вот эта ситуация, развития? Вы знаете, вот когда говорят, что сейчас, на какой стадии сейчас, башня Есеканукова уже давно находится в критическом состоянии. И, конечно, это такая боль комитета. Это одна из тех башен легендарных, вообще личность Есеканукова. Но уже много лет мы пытаемся какие-то найти методы, чтобы попытаться ее восстановить или хотя бы провести консервационные работы, чтобы она не разрушалась дальше. Несколько лет назад, не скрою, был интерес выходца из этих мест, известного человека Таймураза Булоева. Он хотел ее восстановить. Даже с ним вместе приехали специалисты, но они оказались специалистами не по реставрации, а по кладке каменной. Но они действительно были специалисты высокого класса и сказали, что это немножко другое направление. И чем испортить памятник культуры, лучше... Ну вот пока этот вопрос, на тот момент он оказался не готов, Таймураз, ну, может быть, что-то другое. Мы пытаемся в какие-то программы, новые программы вносить. Но вот в 1100-летие она не вошла. Она была одной из тех, которые были вычеркнуты, потому что не несла христианской символики. Ну, вот какие-то попытки. Существуют программы. Сейчас это очень хорошее направление. Всевозможные программы культуры, туризма. Ну, вот... А что касается таможенной заставы, это известный, это тоже федеральный памятник, такой же, как и башня Есеканукова. Ну, мы будем надеяться, что внимание кто-то обратит, может быть, кто-то из благотворителей, кто-то из меценатов действительно обратит внимание. Наше время эфирное, к сожалению, подходит к концу, хотелось бы еще о многом поговорить. Спасибо большое, что ответили на столь значимые для всех нас вопросы. Это был важный вопрос. Всего доброго и до встречи.